Доброе утро, дорогая республика! Сегодня вторник, и, как всегда, в 7:00 на телеканале Якутия-24 НВК Саха мы приветствуем всех, кто находится по ту сторону экрана. Мы желаем всем прекрасного, доброго утра, отличного настроения и хорошего, плодотворного дня. Ну а начнем мы, как всегда, с анонса о том, что же нас ждет сегодня в течение эфира. А сегодня будет очень интересный гость по теме смехотерапии. Действительно, смех, он ни для кого не секрет, он не просто украшает нашу жизнь, он также лечит. А как можно продлить свою жизнь с помощью смехотерапии, узнаем сегодня чуть позже. А также сегодня мы поговорим, как можно попасть в ряды Росгвардии. Действительно, сегодня это очень востребованная профессия, и молодежь активно идет туда. Ну а как стать частью такого прям хорошего движения, мы узнаем также сегодня. Обязательно будут наши постоянные рубрики «Говорим правильно», также книжная полка. В общем, все самое интересное в течение ближайшего часа. Оставайтесь с нами. Ну а как всегда, вначале мы поговорим о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 27 градусов. В заречной группе 30-38 градусов ниже 0. В южных 24 градуса мороза. В Белюйской группе 9-13 со знаком минус, в Нижнеленских до минус 29. В западных районах 11-19 ниже 0. В Колымандигирской группе улусов до минус 22, в Янских 17-29 градусов мороза. На северо-западе 11-20 со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 29 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер 1 метр в секунду. Сегодня днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 25. И для тех, кто, возможно, только открыл свои глаза и еще даже не позавтракал, самым лучшим вариантом завтрака, конечно, это будет наши новости, потому что за кружечкой кофе, мне кажется, самое время узнать о том, какие же новости произошли у нас за прошедшие сутки. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Далее предлагаем блок новостей. Правительство России готовит постановление об увеличении лимита выдачи льготной ипотеки. В Министерстве финансов уточнили, что дополнительное финансирование необходимо из-за повышения ключевой ставки с 8,5 до 13% и роста спроса на госпрограммы. По данным Дом РФ, на весь период действия программ общий лимит выдачи льготной ипотеки на новостройки под 8% составлял 5 триллионов рублей, а семейные ипотеки под 6% – 3,5 триллиона. Лимит был распределен между банками, но из-за слишком высокого спроса они почти потратили выделенные им 5 триллионов. В Минфине пояснили, что кроме расширения лимитов возможен механизм их перераспределения между кредитными организациями. Для оценки потенциальных заявителей программы соцгодификации на следующий год в Якутии муниципалитетам предложено провести инвентаризацию домовладений там, где уже проложены сети газораспределения. План на текущий год в республике на сегодня уже перевыполнен. Ход реализации программы обсудили на очередном совещании регионального штаба. В данное время при плане в 2100 сделали более 2372 подключений домовладений. На сегодняшний день удалось построить 3496 газопроводов-вводов, сообщил зам главного инженера Сахатранснефтегаз Петр Данилов. Завершился первый этап межведомственной профилактической акции «Безопасный лед», направленной на пропаганду безопасного поведения населения на водных объектах в зимний период. На территории республики проведено более 1100 патрулирований, охвачено 13 мест выхода людей на лед для подледной ловли рыбы и 5 ледовых переправ. Выставлено свыше 100 запрещающих знаков. Патрульными группами проведено более 2500 профилактических бесед с населением. Охват составил порядка 4000 человек. За выезд на лед привлечено к административной ответственности 6 человек.
Согласно поручению главы республики, реализован проект «Новая модель оказания первичной специализированной медицинской помощи». Многопрофильные бригады взрослых и детских врачей посещают пациентов в арктических районах, проводят профилактические осмотры и приемы по обращениям, по диспансерному наблюдению, а также профилактические мероприятия «Школа здоровья». С февраля бригады охватили все 13 арктических районов, а это 89 населенных пунктов. Проведен осмотр около 32 тысяч человек, из них 12 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. На данный момент мобильные бригады работают в Момском, Анабарском и Булунском районах. В следующем году планируют выезды педиатрических бригад. Наш проект, он так носит социальный, конечно, характер, потому что основной целью нашего проекта является оказание доступной и качественной медицинской помощи именно населению арктической зоны Республики Саха-Якутия. И отзывы очень хорошие. Стартовал международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Конкурс проводит ежегодно, и он стал частью Всероссийского фестиваля. Зима начинается с Якутии. Так, на площади Орджоникидзе прошел блиц-турнир. Мастера изготовили скульптуры изо льда и снега. Всего соревнуются 20 команд, в том числе из Монголии, Хабаровского края и Тувы. Якутию представляют 4 команды из Якутска и 9 команд из районов республики. Конкурсные работы оценивают жюри по критериям: полнота и выразительность раскрытия темы, техника и мастерство обработки материала, степень законченности произведения и другие критерии. Международный конкурс будет проходить в Ледовом парке до 3 декабря. С 1999 года еще первый дальневосточный фестиваль ледовой скульптуры в Хабаровске. Я стала его участником, и с тех пор лед полюбился мне навсегда. Я второй раз в Якутске. Мне очень понравилась и организация высокого уровня, и как другая планета. И люди очень открытые, добрые, очень талантливые. Наихудшим вариантом завтрака является употребление сладких и жирных продуктов. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков. В качестве примера он привел употребление кофе с тортом утром. По его словам, на завтрак организм должен обязательно получать белки и жиры. Почему белки? Да потому что всю ночь ваш организм спал, но клетки вашего организма делились, им нужны аминокислоты, ведь вы ничего не ели. Когда диетологи говорят, что белки, жиры, углеводы на первое место, они ставят именно белки. Поэтому именно они наиболее важны утром на завтрак. Жиры нужны для того, чтобы освободить желчный пузырь, пояснил врач. Одним из вариантов идеального завтрака, по словам эксперта, является яичница, пожаренная на листе бекона. Британский благотворительный фонд до этого предупредил, что хлопья, обжаренные мюсли и некоторые бутерброды – неудачные варианты для завтраков. Вместо них эксперты советуют овсянку – натуральный питательный источник клетчатки, белка, витаминов и минералов. А вот чем же можно заменить привычную всем яичницу? Ученые из немецкого центра исследований диабета в Дюссельдорфе обнаружили, что потребление 25-28 граммов орехов на завтрак может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Многие люди употребляют на завтрак яйца. Их польза для здоровья неоднозначна. Некоторые эксперты считают, что холестерин, содержащийся в яйцах, вреден для сердца. Другие утверждают, что этот факт нужно подтвердить большим количеством исследований. Орехи, напротив, доказано, снижают уровень холестерина в крови. Немецкие ученые стремились выяснить, принесет ли регулярное употребление орехов на завтрак пользу организму. Ученые отметили, что не призывают людей полностью исключить яйца из рациона. Они лишь подчеркнули важность сбалансированной диеты для здоровья. Всемирный день сострадания или Всемирный день милосердия отмечается в мире ежегодно 28 ноября. Это особый день, когда именно милосердие, сострадание и ненасилие в самом широком смысле этого слова, проще говоря, это не причинение вреда животным, растениям, людям ни словом, ни мыслью, ни поступком. На календаре 28 ноября. Сегодня отмечают Всемирный день сострадания.
По народному календарю Гурьев день. По приметам погоды говорили, что если на Гурье ляжет снег, то пролежит до половодья. Этот день в истории. 28 ноября 1365 года в центре Московского Кремля основан Чудов монастырь. Ровно 104 года назад вышел декрет Совнаркома об организации страхового дела в Российской Республике. В 1943 году в этот день в Тегеране открылась конференция Большой Тройки. Встреча глав Советского Союза, США и Великобритании укрепила сотрудничество главных держав антифашистской коалиции и согласовала планы военных действий против Германии. В 1989 году, 28 ноября, принят в эксплуатацию боевой ракетный комплекс «Молодец». Для российской оборонной промышленности заступление на боевое дежурство боевого железнодорожного ракетного комплекса существенно укрепило обороноспособность страны, а также в очередной раз доказало научный и производственный потенциал России. В этот день родились Уильям Блейк, английский поэт и художник, Фридрих Энгельс, немецкий философ, историк, один из основоположников марксизма, Антон Рубинштейн, российский композитор, основатель первой русской консерватории, Александр Блок, русский поэт Серебряного века, Стефан Цвейг, австрийский писатель, драматург, Дмитрий Лихачев, советский литературовед, историк культуры, филолог, академик. В этот день также родился Константин Симонов, советский писатель и поэт. Именины сегодня у Григория, Гурия, Дмитрия, Никиты, Николая, Петра, Самсона и Филиппа. Росгвардия – это уникальное ведомство, где проходят службу как военные, так и имеющие специальные звания полицейские. Сотрудники организации выполняют сложные и ответственные задачи по защите границ страны, охране порядка и борьбе с террористами. Работать в этой структуре престижно, а требования к кандидатам высокие. Как можно попасть в ряды росгвардейцев, нам расскажет Анна Кузнецова, специалист отдела кадров управления вневедомственной охраны Росгвардии по нашей республике, старший лейтенант полиции. Доброе утро. Доброе утро. А в чем же заключается служба во вневедомственной охране Росгвардии? Вневедомственная охрана – это структурное подразделение Росгвардии, имеет свои задачи. Это охрана общественного порядка, общественной безопасности, охрана имущества физических и юридических лиц всех форм собственности, а также профилактика и пресечение преступлений. Наши филиалы имеются по всей республике. По всей республике. Но головной офис у нас находится в Якутске, да? Да. Ага. А сложно ли вообще попасть на службу? Вот я сейчас в подводке сказала, да, о том, что это престижно сейчас, да? Значит, охотно идет молодежь в ряды вневедомственной охраны Росгвардии, да? Вот насколько сложно попасть к вам? Чтобы попасть к нам на службу, главное иметь желание и целеустремленность, и немножко терпения. Конечно, есть требования, это возраст. Сейчас возраст увеличили до 50 лет. Поступить на службу могут как мужчины, так и женщины. Это образование. Оно должно быть не ниже среднего, то есть это 11 классов, либо 9 классов и наличие среднеспециального образования. Ну и, конечно, годность к службе. А дальше уже наши сотрудники на всех этапах прохождения мероприятий проверочных помогут, подскажут, как лучше, быстрее пройти и составят индивидуальный график прохождения мероприятий. А что касаемо здоровья? То есть это существует определенный медосмотр, да? Ведь к вам на службу попасть с определенными заболеваниями, наверное, невозможно, да? Да, конечно, годность, группа здоровья должна быть А, Б. Это практически здоровые совершенно люди. здоровые, да? Хорошо. А что ценно для вашей организации? Мы ценим преемственность поколений, поэтому мы чтим своих ветеранов и принимаем участие в воспитании подрастающего поколения. У нас на территории республики открыты классы Росгвардии на уровне общеобразовательных школ, где упор делается уже на патриотическое воспитание. То есть вы проводите и такие профилактические мероприятия, да? Да, наши сотрудники проводят открытые уроки, показывают мастер-классы. Таким образом мы желаем поднять патриотизм в нашей стране. А почему идут служить именно к вам? Почему выбирают вашу службу? Вообще, что важно для человека в работе? Человек выбирает стабильность, социальную защищенность. Этим всем требованиям отвечает наша организация. Во-первых, служить в Росгвардии – это очень престижно. Во-вторых, наши сотрудники имеют хорошее денежное довольствие, ежегодно оплачиваемый отпуск от 55 календарных дней, и увеличивается он вместе со службой.
Также ежегодно сотруднику и члену семьи оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно. Это льготный выход на пенсию. И вообще согласитесь, что служить во благо народа и государства – это очень почетно. Это очень почетно. Ну а вы сами вот как пришли в Росгвардию? Интересно, на вашем пути. Сотрудником я мечтала стать с детства, со школьных рядов, поэтому судьба меня привела в нашу структуру. А вообще много девушек у вас в коллективе? Да, девушки есть. Сейчас очень охотно поступают на службу девушки. Мгм. Ну и еще последний вопрос, да? А вот какими качествами должен обладать человек, который вот хочет поступить в ряды Росгвардии? Ну, в первую очередь нужно верить в себя, быть целеустремленным и идти к своим целям, несмотря ни на что, добиваться. Спасибо большое. Я думаю, сегодня, может быть, некоторые из наших телезрителей обратят внимание, да, на нашу беседу с вами и выберут для себя именно службу в Росгвардии. А ведь это действительно не только престижно, но это очень важная профессия, которая вот именно служит во благо нашего народа. Спасибо вам большое. Мы желаем вам успешной работы и хорошего, прекрасного настроения. Благодарю. Всего доброго. Виктор Росейкин учится во 2 классе в 22-й школе города Якутска. До этого дня он мечтал сняться в рекламе, и чтобы его показали по телевизору. Команда «Утро Якутии», услышав эту историю, сразу согласилась исполнить заветное желание Вити. Ведь мечтам свойственно сбываться. Витя Росейкин в свои 9 лет успевает не только учиться в школе, но и активно заниматься брейкдансом, конным спортом, играет на фортепиано, а в этом году пошел в школу блогеров и программирования. Во сколько ты просыпаешься, да? Наверное, рано. Засыпаешь поздно, да? Да. Нет? Ну, рано просыпаюсь. Рано? Да. Во сколько? 8, 7 и 6. Ну и все успеваешь, да? Да. А любимый предмет какой? Математика. Почему? Это, ну, примеры искать. Витя, а о чем ты мечтаешь? Стать программистом. За все, что берется Витя, выбирает он сам. К примеру, конным спортом занимается уже 2-й год и довольно успешно. Витя у нас занимается уже 2-й год. Ну, потихонечку мы прогрессируем, двигаемся к галопу. Шаг-рысь мы уже освоили, данные аллюры. В позапрошлом году выступал у нас на соревнованиях первых по адаптивной верховой езде. Проходил маршрут у нас «Рабочая тропа». Справился на 5 с плюсом. Адаптивный спорт влияет на мальчика только положительно. Улучшилась осанка, развивается моторика, в целом укрепилось здоровье. А езда верхом на лошади и общение с ней помогает чувствовать себя на высоте, что хорошо отражается на самооценке. Отсюда и желание пробовать все новое. У нас вот прямо четко распланирован день, да, весь график. Тоже вот был воскресенье единственный выходной, но так как вот он захотел в школу программирования, я ему говорю, ну, надо же отдыхать, он говорит, нет, буду ходить. Ну, то есть как бы нормально. И уроки успевает, учится он хорошо на 4,5, ну и вот секции все посещать. Вот в этом году пошли в школу программирования, и еще он мечтает записать рэп. Мы хотим пожелать Вите верить в свои силы, познавать этот мир в ярких красках и чтобы его заветная мечта обязательно исполнилась. Катерина Винокурова, Павел Пахомов, Якутск. Мы передаем пламенный привет Вите. Я думаю, твоя мечта сбылась, ты попал в телевизор, да? Но быть моделью, да, и участвовать в различных показах, я думаю, это еще все впереди. Поэтому мечтай, дерзай, и все у тебя получится. А вообще акция «Исполнить мечту ребенка» принадлежит общественной организации «Лучики света». Вы также можете поддержать ребятишек и исполнить их заветные желания. Мы надеемся, что именно на примере Вити многие ребята сегодня поверят в то, что мечты сбываются. А тему о сбывшихся мечтах мы продолжим в рубрике «Книжная полка».
Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я вам хочу рассказать о книге Полины Микулюк «Сказки о сбывшихся мечтах». В эту книгу вошли 6 замечательных сказок, отражающие истории героев из разных стран мира. Я сама очень люблю путешествовать, поэтому мне было вдвойне интереснее прочитать о легендах этих стран. Теперь я знаю, в честь кого была названа самая знаменитая пицца – Маргарита, и в таинственном городе инков – Мачу-Пикчу. А мне больше всего понравилась сказка про волшебные бобы. Маленькая девочка по имени Мария жила в каменном домике, где холодно и сыро. Родители Марии часто работали, и все заработанные деньги тратили на лечение дочери. Работать с каждым днем становилось все меньше, а денег порой даже не хватало на еду. Однажды к ним приехал давний папин знакомый Хосе и рассказал про прекрасную страну Коста-Рика, где круглый год растут сладкие фрукты, а погода солнечная и теплая, а море красивое и чистое. И Мария всей семьей решили переехать в Коста-Рику. В новом доме Мария совсем перестала болеть, но одно омрачало их новую жизнь. Родители не могли найти работу. От голода семью спасали только рыба и фрукты. Однажды к ним снова зашел путешественник Хосе и подарил маленькой Марии сверток с блестящими бобами. Из этих бобов он сделал родителям кофе, а Марии какао, и раздал подольки темного шоколада. Они были такими вкусными, что Мария решила, что эти бобы волшебные, посадила эти бобы под окном своей комнаты и поливала их каждый день водой. И в один прекрасный день появились первые ягодки, и семья тут же приступила к сбору урожая. Не все у них получилось сразу. Часть урожая не погубили в первых попытках приготовить порошки. Но ошибки существуют, чтобы на них учиться. Но вскоре у них получилось сделать такой же ароматный какао и густой какао, и даже сделать первую плитку шоколада. И с тех пор правнуки Марии выращивают волшебные бобы, а их семья считается самым крупным производителем кофе в Коста-Рику. Так маленькая испанская девочка изменила свою жизнь, не боясь трудностей и веря в мечту. Истории из этих сказок поучительные и окрыляющие творить чудеса, а некоторые очень печальные и трогательные. Герои этих сказок обладают силой духа и не боятся пробовать что-то новое. Они своей смелостью и упорством способны вдохновить взрослых и детей. Всем советую прочитать эту чудесную книгу. Доброе утро! Мы желаем всем, кто только, возможно, присоединился к нам. Это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире и напоминаем вам о том, что у нас есть активный телеграм-канал, куда вы можете отправлять свои вопросы, свои, возможно, фотографии, фото, видеоматериалы. Либо, может быть, вы хотите поговорить на какую-то определенную тему. Ваши идеи мы всегда приветствуем, и обратная связь у нас также существует. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ну а следующую часть нашего эфира мы посвятим экологии. Пластиковый мусор составляет большую часть всех отходов. Объемы мусорных полигонов растут в геометрической прогрессии, и мест на захоронение отходов становится все меньше. Изменить сложившуюся ситуацию можно переработкой и правильной утилизацией отходов пластика. Ведь большую часть из них можно переработать и использовать повторно, а оставшуюся утилизировать с минимальным вредом для окружающей среды. Для этого и создаются заводы по переработке и утилизации пластики. Такой завод превращается в столицу Эфиопии. Подробнее далее. Столица Эфиопии превращается в огромный кооператив по сбору и переработке пластика. Аддис-Абеба давно страдает от того, что буквально завалено мусором. Местная администрация старается сделать город чище. Каждое утро на улице выходят мусорщики. Но даже в этом случае трудно справиться с проблемой загрязнения. На помощь Аддис-Абебе приходят сборщики пластиковых отходов и перекупщики. Каждый выполняет свою задачу. Я зарабатываю на жизнь сбором пластиковых бутылок на улицах. За день собираю 6-7 килограммов. Перекупщики готовят пластиковые бутылки к переработке. Мы активно вносим свой вклад в создание более чистой окружающей среды, а также даем возможность заработать сборщикам пластика. Мы покупаем то, что они собрали, затем сортируем по цвету и перепродаем сырье перерабатывающим заводам. Это одно из перерабатывающих предприятий в Аддис-Абебе. Все, что сделано из пластика, можно использовать. Я слежу здесь за тем, чтобы все сырье было качественно переработано.
Многие молодые эфиопы переезжают из провинции в столицу в поисках работы, но найти вакантное место трудно. В этом случае сбор и сортировка пластика становятся хорошей альтернативой. Перерабатывающие заводы тоже создают дополнительные рабочие места. Продолжаем тему чистоты окружающей среды. Первый международный чемпионат по сбору мусора прошел в Токио. Это довольно серьезный вид спорта. Давайте посмотрим, как это было. Сбор мусора превратили в серьезный вид спорта. В Токио прошел первый в истории международный чемпионат. Его провела некоммерческая японская организация, которую уважают за высокие стандарты гигиены и чистоты. Состязания прошли на окраине столицы. Участники приехали более чем из 20 стран, включая США, Австралию и Францию. Главная задача очевидна – собрать больше всего мусора за 90 минут. Каждая команда состоит из 3 игроков. Им начисляются очки в зависимости от количества и типа мусора, который они собрали. Зоны поиска строго ограничены. Заходить на частные территории запрещено. Иногда было очень сложно, потому что мусора было не так уж и много. Но тогда нам приходилось искать немного лучше, заглядывать в кусты или просто сосредоточиться на окурках на земле. После сбора у игроков было 20 минут на сортировку отходов по категориям. Горючие отходы, перерабатываемые пластиковые бутылки, металлические банки, окурки и другие. Для такого занятия в Японии придумали отдельный термин – спагоми. Это сочетание японских слов «спорт» и «мусор». Мероприятие зародилось в стране в 2008 году, чтобы побудить людей собирать мусор в общественных местах. По словам организатора международного соревнования, спагоми завоевал популярность по всей стране. В этом году в Японии было проведено около 230 подобных мероприятий. По итогам состязаний победу одержала команда из Великобритании. Она собрала более 57 килограммов мусора. Многие другие команды, возможно, были не такими спортивными, а мы, вероятно, наоборот. Следующий чемпионат мира, как ожидается, состоится в 2025 году. В то время в Токио соберется еще больше участников. Ну а сейчас я предлагаю вам окунуться в сладкий мир. Какая ваша первая ассоциация с птичьим молоком? Что-то нежное, сладковоздушное, и так хочется очистить его от шоколада и попробовать только мякоть. Лично я не знаю людей, которые не любили бы это лакомство. Мы, якутяне, знаем, что самые вкусные конфеты «Птичье молоко» производятся у нас. В чем же их секрет, узнавала Туяра Филиппова. История появления птичьего молока в нашей стране датируется 1967 годом. Тогда коробки с конфетами с таким чудным названием в Москву из Чехословакии привез министр промышленности и раздал их в конфетные фабрики, чтобы они попробовали сделать нечто подобное. Даже объявили всесоюзный конкурс, который выиграла кондитер из Владивостока Анна Чулкова. С тех пор по ГОСТовскому рецепту конфеты «Птичье молоко» выпускаются по всей стране и полюбились многим. Татьяна Пшенникова – потомственный кондитер. Сегодня руководит цехом, где готовят якутское птичье молоко. Производственный процесс знает на зубок. У нас 3 вида начинки. Суфлейная, да, это суфлейная начинка ванильная, лимонная и шоколадная, да. Технологический процесс производства: уваривается агар-сахаропаточный сироп, отдельно взбиваются яичные белки до увеличения в объеме, остужается сахарный сироп наш и вливается медленной струйкой в взбивальную машину, после чего набивается до пышных пиков, да, и добавляется сливочное масло, сгущенное молоко, лимонная кислота и ванилин. А после того, как оно выстоялось у нас, мы полностью подаем его на нарезку. Далее к процессу подключается другой кондитер, который нарезает пласты суфле на брусочки. Если приготовлено все строго по рецептуре, то суфле получается вот таким мягким и легко режущимся. Автоматизированный процесс подачи полуфабрикатов упрощает и убыстряет процесс приготовления конфет. После глазировки выходят на ленту охлаждающего конвейера. Завершающий этап – сортировка и упаковка готового изделия. Это желтый, через какое-то расстояние выйдет белый, потом через какое-то выйдет коричневый. Поэтому укладчик-упаковщик раскладывает в разные коробочки. Один вид, 6 коробочек подходит.
Якутское птичье молоко, благодаря своей натуральности и строгому соблюдению рецептуры, уже давно стало брендом региона наряду с рыбой, жеребятиной и другими деликатесами. Выражение «птичье молоко» появилось с подачи древнегреческого комедиографа Аристофана, в одной из комедий которого хор Пернатес пытается перехватить власть у богов, и за это поклонение людям обещают птичье молоко, чтобы они насладились доселе неизведанным счастьем. Суфле у конфет действительно очень вкусное и нежное, правда, похожее на молочную пенку. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. На календаре 28 ноября. И в эти дни Институт естественных наук Северо-Восточного федерального университета готовится встретить свой 85-летний юбилей. В преддверии этого события мы рады пообщаться с Велюрой Егоровной Кардашевской, кандидатом биологических наук, доцентом биологического отделения Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета. Доброе утро. Доброе. Не могли бы вы немного рассказать нам вообще немножечко об истории биологического отделения? Ну, наш институт сейчас называется Институт естественных наук. Но если так самый корень пробраться, то в 1934 году был образован Якутский педагогический институт. Через 4 года, в 1938 году, открыли факультет, естественный факультет. Вот с этого и начинается. Назывался раньше естественный факультет. А потом в 1956 году, когда институт был преобразован в университет, то стал биолого-географический. А в 1913 году мы уже стали называться Институт естественных наук. Когда уже СВФУ стало. Да. То есть история богатая. Да, длинная. Да? Велюра Егоровна, вы лично работаете более 40 лет, подготавливаете, обучаете юных биологов. Да? Вот насколько, каковы вообще особенности подготовки таких кадров? Ну, у нас биологическое отделение и наш факультет, раньше биолого-географический, сейчас естественный, он институт занимается вот именно естественными науками. Есть среди них несколько отделений, и наше биологическое отделение, особенность в том, что наше отделение – это полевое отделение. То есть студенты выезжают на практике, на поле, и вот то, что на поле они бывают, каждый год после первого курса, после второго курса, потом и после третьего курса, то это, конечно, очень такой важный момент подготовки именно по практике, практических таких навыков, знаний, умений. И причем надо сказать, что во время практики, учебно-полевой практики, которая длится каждое лето, 41 день считается, или 42 дня, то проходят практику по ботанике и по зоологии. Это фундаментальные дисциплины, и без них, как говорится, уже биолог не биолог. Биолог не биолог. Вот мы сейчас видим, да, фотоматериалы. Это такие достаточно массовые, да, у вас выезды, у вас очень много, очень весело проводите время, да, но при этом это все-таки наука, да, то есть вы сидите с микроскопами, с тетрадями, с ручками, то есть работа работается, так сказать, да. А вообще, какие они современные студенты? Ну, современные студенты, каждый год они становятся более современными. Ну, современные студенты – это те студенты, которые… они, конечно, отличаются от тех студентов, которые были раньше. Но если те студенты, которые были раньше, были более ответственны, более самостоятельные, то современные студенты, они более опекаемые родственниками, надо сказать. И это очень хорошо видно на учебно-полевой практике вот летней, когда они именно должны показать, что они самостоятельны, что они умеют работать, такие… то это… Домашние. Да, нет, домашние, надо сказать, правильно говорите. Вот. Поэтому вот в этом отличие. А так к нам поступают те, которым нравится все-таки биология. А так как естественные, вот они должны быть такими естественными, очень ответственными. И самое главное, конечно, это любовь к природе. Любовь к природе превыше всего, да? Потому что в полевых условиях у нас условия полевые, там комфортабельности нет, да? Поэтому реалии полевой жизни, они много лет остаются почти такими, какие были. Живем в палатках.
Велюра Егоровна, отслеживаете ли вы дальнейшую судьбу своих выпускников? Да? Все ли могут трудоустроиться после? Потому что действительно профессия биолог, она вот такая уникальная, редкая. А что дальше? Вот получаете хорошее образование у нас в Северо-Восточном федеральном университете, а дальше-то что? Вот дальше что? Ну, дальше, если закончили бакалавриат, то магистратура идет. Но если кто по науке, более такие творческие личности, то они могут поступить в аспирантуру. А основная масса, потому что в аспирантуру, конечно, немногие поступают, то основная масса становятся учителями, находят что-то, какие-то там по экологическому направлению идут. Ну и так как университет, универсальное у них знание, тем более у нашего института, они могут и кое-где и переучиваться. Ну, во всяком случае, мои дипломники, они все, как говорится, на месте. Сколько вот у меня было. Поэтому никто, как говорится, не остался без... все близко к своей профессии. Профессии все равно. Работают во благо Якутии. Да, конечно. У вас впереди 85-летний юбилей, да? Сейчас, наверное, уже идут различные мероприятия, да? А когда вот будет такая самая знаковая дата, когда встречать будете этот праздник? Вот, ну, торжественная часть, встреча с ветеранами, всякие экскурсии, ну и, конечно, вечер будет 15 декабря. Ну вот. Готовитесь? Да, готовимся. Книга будет выпускаться, ну, уже она далее будет опубликована. Ну и мы, главное, ждем своих выпускников. Всех помним, всех знаем. И вот, посмотрев на эти фотографии, пусть они вспомнят свои годы учебы у нас. Ну и всех приглашаем. Спасибо. Спасибо большое, Велюра Егоровна. Мы поздравляем вас с такой знаковой датой, да, ну, которая впереди, но все-таки уже, можно сказать, вот-вот рядышком. Да. Ну и, конечно, благодарим вас за то, что готовите такие замечательные кадры для нашей республики, для нашей страны. Ну и, конечно, передаете свой такой опыт подрастающему поколению. Спасибо вам, с праздником. Вам спасибо. Ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. План реализации стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года включает в себя 76 мероприятий, следует из сообщения правительства. Документ, в частности, предполагает разработку учебно-методической программы для волонтеров-поисковиков, которые помогут в розыске пропавших детей, реализацию проектов, направленных на повышение безопасности пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Один из разделов плана касается формирования безопасной информационной среды для детей. Речь идет о разработки закона, который обязывает создателей компьютерных игр использовать возрастную маркировку. Это поможет ограничить распространение нежелательного контента среди детей и подростков, считают в Кабмине. Неделю борьбы со СПИД и информирования о венерических заболеваниях проводят в республике. В рамках недели Центр СПИД проведет лекции специалистов по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях и трудовых коллективах. Дни открытых дверей с бесплатной лабораторной диагностикой и осмотром специалистами. Приемы лиц, состоящих на диспансерном учете. Завершается забой скота, и на прилавках стало появляться свежее мясо. Продукцию привозят из центральных и заречных улусов. Килограмм говядины можно приобрести за сумму от 700 до 1000 рублей. Печень жеребятины стоит от 4500 рублей. Мясо жеребенка оценивается до 1500 рублей за килограмм. За фарш говядины теперь придется отдать 700 рублей. Самая дешевая продукция на крестьянском рынке – это свинина. Килограмм можно купить за 600 рублей. В продаже также имеются суповые наборы. По словам продавцов, несмотря на высокий ценник, спрос на местную продукцию все равно высокий. У солдан, мигнаканкаласы, чурапча, вот такие только спрос идет только на эти мясо, поэтому только аласное мясо. Жеребятина сейчас хорошо идет вообще. От 800 до 1500. Суп-набор 350. Минсельхоз России не ожидает значительного повышения розничных цен на продовольственном рынке к новогодним праздникам, сообщает Министерство сельского хозяйства. В этом году производство крупного рогатого скота на убой в организованном секторе растет хорошими темпами.
По данным Росстата, за январь-октябрь в сельхозорганизациях показатель увеличился на 7,5% до 890 тысяч рублей. Прирост производства способствует стабильной ценовой ситуации на этом рынке. К соответствующему периоду прошлого года розничная цена на говядину выросла на 6,5%, что в пределах общей инфляции. Порядка 3 миллионов книг закуплено для российских библиотек с 2019 года в рамках нацпроекта «Культура». Всего с 2019 по конец текущего года будет модернизировано 1080 модельных муниципальных библиотек по всей стране. Уже обновили 1050 учреждений. При этом Министерство культуры уделило большое внимание не только модернизации, дизайну и цифровизации библиотек, но и обновлению книжного фонда. Всего по нацпроекту для модельных библиотек было закуплено порядка 3 миллионов новых книг, сообщила замминистра культуры России Надежда Преподобная. Также по нацпроекту в российские детские школы искусств и училища поставлено более 50 тысяч музыкальных инструментов. Николаевские чтения в Москве на конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов. Темой для обсуждения организаторы предложили вопросы, озвученные в публицистических трудах первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева. «Без преодоления жизнь теряет смысл». Название конференции одноименно с книгой, изданной в 2004 году. Николаевские чтения традиционно проходят в формате ВКС с подключением участников из Николаев-центра, студентами, аспирантами, специалистами Санкт-Петербурга и Якутска, школьниками из разных уголков Якутии, а также приглашенными гостями. Он очень был рад и поддерживал, что я именно развиваю нашу якутскую мифологию, нашу якутскую историю в своих произведениях. Говорил, что это самое важное, и такой мощный фундамент у нас есть. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Ну а мы продолжаем говорить правильно о названиях канцелярских принадлежностей с Анной Шкатуляк. Знаете ли вы, что многие слова имеют иностранные корни? К примеру, пенал и карандаш. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы говорим с вами о названиях канцелярских принадлежностей. Многие из этих названий пришли в русский язык из других языков. Например, слово «пенал» пришло в русский язык из немецкого языка. Пенал – это специальная емкость или контейнер для хранения различных канцелярских принадлежностей. Но бывают и заимствования из тюркских языков. Например, слово «карандаш» пришло в русский язык из тюркских языков. Причем слово «кара» в этом слове – это типичное тюркское слово, которое обозначает «черный». А вот «даш» – это камень. Таким образом, карандаш буквально это черный камень. Скорее всего, это слово использовалось для обозначения графита. По крайней мере, так считает Лев Васильевич Успенский, автор этимологического словаря. Интересно, что сами тюркские народы далеко не всегда используют карандаш для названия карандаша. Например, некоторые из них используют латинское измененное слово «калем», которое буквально обозначает «свинцовое перо». Так и происходит в народах со словами «мы отдаем слово вам, а вы своим соседям». Давайте говорить правильно. Всего доброго! Грусть, уныние, упадок сил – это все поправимо. Заставляя себя улыбаться, мы запускаем химические процессы, которые делают нас по-настоящему счастливыми. В этом уверен Дмитрий Ефимов, амбассадор йоги смеха в России. Это практика, которая помогает поднимать настроение. Он рассказывает, как работает терапия и с каких упражнений можно начинать это вот прям с нуля. И сегодня Дмитрий гость нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Дмитрий, с возвращением на родину для начала, да? И вы уже с таким позитивным настроем, с улыбкой на лице, все хорошо. Вот что же привело вас обратно на родину? Я приехал для участия в форуме «Цифровой алмаз». Было очень интересно. И 2 дня я был, честно говоря, потрясен. Потому что в России нет подобных кластеров. Был построен очень классный творческий кластер, который находится на Труда.
И форум был посвящен развитию творческих инноваций. И меня пригласили в качестве спикера. Я участвовал в целом ряде пленарных заседаний. Еще раз говорю, что аналогов в России нет. И очень порадовало, что моя родина идет впереди планеты всей. То есть, да, у вас были различные мастер-классы, беседы, Мастер-классы, обсуждения, и я участвовал в пленарных сессиях, ну, в частности, творческие, посвященные кино, анимации, и мы разбирали тренды. И вот очень интересно, я им предложил один очень важный тренд всех времен и народов. Это? Я его сформулировал как джол, якутский джол. Потому что каждого человека на протяжении всей истории волновало одно – это счастье свое и счастье своих окружающих. И я считаю, что у датчан есть свое хюге. Хюге – это датское счастье. У японцев дзен, у индусов карма. И вот в Якутии, на мой взгляд, должно появиться якутское счастье, которое объединит все в одном и всех. Это традиции предков и наш цифровой взгляд в будущее. Молодежь и предков, и различные слои населения. Это внутреннее состояние счастья. То есть со своими идеями, да, пришли, так сказать, да, на родину, да? Уже длительное время я преподаю науку о счастье. То есть последние передовые научные исследования, посвященные счастью. Но в данном случае вы говорили про улыбку. И существует целый ряд научных исследований, которые доказывают, что люди, которые улыбаются, они на 7-8 лет дольше живут. Они на 300% больше зарабатывают. Их личная семейная жизнь складывается гораздо лучше. Там было проведено исследование девочек, которые улыбались на выпускных школьных альбомах, их личная жизнь, будучи даже они не красавицы, их личная жизнь складывалась лучше. То есть улыбка – залог вообще счастья, успеха. Улыбка помогает нам вырабатывать эндорфин, гормон счастья. Исходя из этого состояния, вы будете реагировать на все происходящее. А еще эндорфин является нашим внутренним доктором. Вот и все. Как все просто с ваших слов, да? Но если возвращаться все-таки к смехотерапии, да? Вот это то, что вы пропагандировали, да, еще 10 лет назад, если даже не больше, да, ну, плюс-минус, да? Действительно, смеяться вот в повседневной жизни, это легко. А заставить себя смеяться, да, и привести к себя к этому состоянию, это сложно. Но у вас это получается. Слушайте, нелегко. Нелегко? Нелегко, потому что по статистике взрослые люди в России смеются 1-2 раза. Это всего 6 секунд. Если учитывать, что в сутках 86 400 секунд, то мы смеемся 1 десятитысячную в сутках. Дети смеются в сотни раз больше, чем мы. И поэтому смех сам по себе, с точки зрения физиологии, он является главным проявлением счастья и радости. И мы перестали смеяться. Я даже вчера ставил эксперимент в техникуме связи. Спасибо, что они меня пригласили выступить перед студентами. Я их просто попросил подержать максимальную улыбку 40 секунд. Не смогли. Мышцы-стабилизаторы не работают. Люди перестали и улыбаться, и смеяться. Понятно, мы живем в сложное время. Понятно, стресс стал главной причиной, приводящей к инвалидности и смертности. Но самое важное, что нужно понимать, что наш мозг не различает искусственный или естественный смех. В обоих случаях он вырабатывает необходимый нам эндорфин, и мы физически начинаем чувствовать себя счастливыми. И поэтому сегодня есть целый ряд методик и целая наука, гелотология, которая как раз изучает влияние смеха на организм человека. Если у вас нет причин смеяться, в жизни, то начните смеяться искусственно. И тогда мозг начнет вырабатывать необходимые нам гормоны, вы будете чувствовать себя счастливыми и от этого состояния реагировать на все происходящее. А с чего начать-то, Дмитрий? Вот как заставить себя смеяться? Вот как? Существует смех мы рассматриваем как упражнение, и существует целый ряд правил, по которым можно смеяться вообще легко и сколько угодно. Ну, первое правило
надо улыбнуться. Потому что есть люди, которые смеются без улыбки, и они плачут. Вот так. То есть первое, что вы должны сделать, это улыбнуться. Это поднять щечки и показать зубы. Это первое правило. Второе правило, вы стартуете со звука «а». Потому что если вы смеетесь ха-ха-ха, вы смеетесь через сопротивление, вам смеяться сложно. Если вы стартуете со звука «а», давайте сделаем улыбку и «а». Вот и понеслась, да? Вы знаете, то есть с буквы «а», да? Да. Дальше. Шире рот, потому что вот это всё открывать. челюстно-лицевой зажим мозг считывает, вырабатывает гормоны стресса. Чем шире рот, тем заразительнее смех, тем больше циркуляции кислорода в организме. Дальше. Больше выдыхаем, смеемся громче и помогаем себе телом. Ну, например, наклоняться. Нурлан Сабуров делает как? А, вот так стучит. Да, то есть это помогает вам смеяться. 6 правил, и вы будете смеяться, как в детстве. Ну вот, посмотрите, улыбка на лице у человека. Вы знаете, вот здесь сразу возникает вопрос. Раньше все-таки было же выражение: смех без причины – признак дурачины. Да? В современном мире смеяться необходимо, жизненно необходимо, потому что это все уже уходит туда. Сегодня смех без причины – это залог здоровья. Это инструмент медицины и много-много-много эндорфинов. Но про дурачину, если я признаюсь, ребята, зрители, я дурак. Ду на старославянском это 2 и больше. Ра это свет. Поэтому дураки это были просветленные люди, гении, юродивые их называли, не от мира всего. Поэтому они шли туда, не знаю куда, находили то, не знаю что. Дуракам закон не писан. Это Эдисон, это Эйнштейн и многие другие великие. Дальше, как везет дуракам. Самые счастливые дураки. Главный герой дурак Иван, да? Когда вы счастливы, вы что делаете? Дурачитесь. Да. И то есть дурак это измененное состояние мозга, как Том Хэнкс в фильме «Форрест Гамп». То есть это люди, которые смотрели на мир по-другому. А у нас немножко интерпретировали эту пословицу по-другому. В принципе, дурак это как ребенок или шут. Он постоянно смеется над всеми проблемами. То есть умение, и сегодня это главный навык современного человека, эмоциональный интеллект, умение распознавать и управлять своими эмоциями, управлять своим состоянием через просмеивание всех этих раздражулек, печалек и все, что нас окружает. И вот сегодня, насколько популярно это движение, да, вот у вас уже большой опыт, да? 120 стран. Я сейчас вернулся из Индии, у нас была международная конференция, 120 стран. Ну, чтобы вы понимали, вот недавно проходил мастер-класс на острове Бали, собралось 10 тысяч человек. 10 тысяч человек? На стадионе смеялись. То есть сегодня это популярно во всем мире. И в одной Японии только 30 тысяч клубов. В России мы немножко отстаем, но каждый месяц я выпускаю по 60 тренеров. По 60 тренеров, и они сегодня уже начинают преподавать по всей стране. 30 числа я возвращаюсь в Москву. Ваша коллега Ксения Анатольевна Собчак будет снимать документальный фильм. Пригласили меня тоже рассказать. То есть огромное количество уже и журналистов, и людей, которые приглашают меня куда-то выступить. Я сегодня тренирую Росатом, X5 Retail Group, Райфайзен, крупные компании. Почему? Потому что эмоциональное выгорание на работе – это главная причина, приводящая к инвалидности и смертности. Конечно. Ну, то есть смейтесь и будьте счастливы. Мне кажется, у крупных организаций скоро в штате должен быть такой сотрудник. Тренер по радости. Тренер по радости. Да, уже в поликлиниках, например, сейчас лечу в Владивосток в декабре в начале, у них уже в клиниках доктор смех. Доктор смех. Доктор смех. Они уже выиграли на здоровье нации первый приз со школы оптимистов. Вот, то есть в больнице доктор смех. В образовании обязательно учить детей тому, чтобы по-другому реагировать на происходящее. Через изменение состояния, то есть через выработку гормонов, через науку.
Дмитрий, мы знаем, что вы же побили рекорд мировой. Нет, я стал двукратным чемпионом мира по смеху. Сколько вы смеялись? Там были задания. Нам давали задания, и вы каждый раз, каждое новое задание, какой-то вид смеха, и людей убирали, кто менее заразителен. Первые 2 чемпионата выиграл я, и могу гордиться, и вы можете гордиться, как мои земляки. Да. Я стал первым в истории человечества, первым чемпионом мира по смеху. И вот так вы сколько смеялись-то по времени, плюс-минус там? Там часа 3, может быть, шел чемпионат, но у меня личный мой рекорд, 3,5 часа без остановки я могу смеяться. 3,5? Могу и больше, потому что уже было поздно, соседи начали стучать. То есть, я думаю, что постараться можно часов 7-8 легко смеяться. Это технологии. Если вы знаете практику, если вы знаете технику, то смеяться можно сколько угодно и заразительно. И мозг сам начинает уже вырабатывать эндорфин, потому что ему самому смешно от того, что ты делаешь. Это вот как смешинка в рот попала, помните, говорили? Да-да-да. Дмитрий, вот на такой замечательной, позитивной ноте мы бы хотели завершить эфир. Спасибо большое вам, что приносите счастье людям. Вот то самое счастье, то самое якутский джол. Да. И пропагандируете. Каждый дом. Да, в каждый дом. Спасибо большое. Мы, дорогие телезрители, хотели бы, чтобы вы улыбались чаще, смеялись и радовались жизни. Ну и мы на этом прощаемся. Увидимся уже завтра в 7:00 на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. До новых встреч. Всего доброго. Пока смеетесь. Я вам завидую.